Давайте поговорим о способах экономии семейного бюджета. Что такое семейный бюджет? Это учет доходов и расходов семьи. Чтобы понять, куда уходят ваши деньги, нужно вести учет. И существует два способа. Первый. Каждый день в течение месяца вы записываете все, даже самые мелкие траты. Сюда входят ваши кредитные платежи, жилищно-коммунальные услуги, сотовая связь, интернет, транспорт, питание, кафе, одежда и прочие самые мелкие, о которых вы даже, может быть, не всегда думаете. Вы найдете от 10 до 30% лишних расходов. Это те деньги, которые вы можете откладывать на ваше будущее, начать инвестировать. Второй способ. В начале каждого месяца вы записываете все остатки по вашим счетам, по текущим счетам, накопительным счетам, по всем вашим карточкам. Так вы будете видеть, сколько у вас остается в начале каждого месяца. Если вы все делаете верно, с каждым месяцем ваш баланс будет увеличиваться. Вы можете выбрать один из способов, но я предлагаю применять сразу два. Одним из важных шагов экономии семейного бюджета является снижение кредитной нагрузки. Об этом вы можете посмотреть в одном из предыдущих выпусков. Если вы не можете увеличить свои доходы, значит, вы можете сократить свои ежедневные расходы, потому что сэкономил, значит, заработал. Например, вы можете поменять все лампочки накаливания на энергосберегающие, выключать свет, когда вы ходите из комнаты, загружать стиральную машину полностью, чтобы сэкономить на электроэнергии. Установите водосчетчики, так вы будете оплачивать только по показаниям водосчетчиков. Периодически проводите ревизию продуктов питания. Составляйте списки при походе в магазин. Не ходите в магазин голодными. Так вы сможете избежать спонтанных покупок продуктов питания. Составляйте меню на неделю или даже на месяц. Так вы будете знать, какие продукты вам необходимо купить. Используйте транспортные карты. Покупайте транспортные карты, рассчитывайте количество поездок для проездных карт, а также научитесь рассчитывать свое время заранее, чтобы не пользоваться такси. Раз в полгода проверяйте тарифы на вашу сотовую связь. Возможно, они изменились и не в вашу пользу. Если вам приглянулась какая-то вещь, дайте себе от 1 до 3 дней. Возможно, она вам не пригодится, и вы передумаете ее покупать. Еще может помочь принцип «не могу позволить, не покупаю». Изучите цены на товар на разных сайтах и интернет-магазинах. Возможно, где-то вы найдете намного дешевле. Старайтесь покупать качественные вещи, тогда вы будете их долго носить и не придется их покупать часто. Периодически проводите ревизию гардероба. Это поможет вам избежать покупки вещей, которые у вас уже есть. Сезонные вещи можно покупать на распродажах. Там бывают хорошие скидки. Заранее планируйте свой отпуск. Откладывайте ежемесячно понемногу, чтобы к отпуску накопилась нужная сумма. Воспользуйтесь ранним бронированием или смотрите за горящими турами. Следуя этим нехитрым способам, вы обнаружите, что у вас в семейном бюджете есть свободные средства, которые вы можете начать инвестировать.